Куда вы приехали? На автобусе Вайли приехали. Надя, видео снимать. Давайте, отходите, мешайте службу. Мужики, отходим отсюда на 50 метров. Быстрее копытами двигаем, мужики. Вы тоже с камеру ходите. Но обстановка уже складывалась неблагоприятная для нас. Я чувствовал, что что-то произойдет с нашим народом. Я думал уже, что народу надо помогать в обязательном порядке. Ездил в Тбилиси несколько раз. Много раз был на проспекте Руставели, где обычно собиралась грузинская оппозиция. Во главе этой оппозиции всегда был Гамсахурдия. Выезжал я из Тбилиси и думал, как помочь своему народу. Каким образом, что сделать, чтобы как-то облегчить их положение. Для меня создалась небольшая группу создал Алихан Пухаев. Она дислоцировалась в расположении 11-й школы. И я создал свою небольшую группу. Небольшая группа была где-то в количестве 12 человек. В 1991 году грузинская полиция, когда вошла сюда, до этого, конечно, незначительные подразделения грузинских милицейских войск зашли туда. Они дислоцировались в разных местах, обосновались буквально везде и терроризировали осетинский народ. Но особенно тяжело было в 1991 году с 6 на 7, когда националисты с огромной группой и с собаками ворвались в город Скинвар. Ну, патриоты осетины собрались, я тоже вместе с ним собрались, сказали, будем воевать против националистов. У нас одна дорога, только воссоединение с Северной Осетией. Сильное сопротивление врагу оказали, несмотря на то, что они вошли в город и заняли определенные места. Грузинскими подразделениями командовал Кванталяни. Ополченцы сильные были. Договорились, что надо принять действенные меры по восстановлению мира и стабильности в Шидакартли, то есть бывшей Южно-Осетинской автономной области. Вы знаете, что там происходят очень неприятные события. Надо прекратить это кровопролитие, надо восстановить мир и стабильность. И в первую очередь мы решили создать смешанную комиссию Министерств внутренних дел Грузии и России, а потом создать совместный отряд для разоружения всех незаконных военизированных формирований, достижения мира и спокойствия
и восстановления законной власти. Azmidak bieżęcy hazara ja rotacztuj, mnie hazar bosuchtuj, mnie rotacztuj. Mnie kankty, rokan bokan, kankty. Yarın ham yukarıya hamla katsıp adoldayan bana, katsıp adoldayan boydum. Mnie skanım ham lavşmen. Hadur rakastar, merski hazara ermesk mene huy rakastar. Yepisuta, me merzekte, kudama beluhe tam. Mepsuta midek, bani kelav. Hazara ermesk huy rakastar. Det är sådana nakama koshte bakot kama man mepsmar hamna mortu. Yarın kudaşa oşuma da mortu der tam. Aynen magurbunni. Ruh istamar boşte de soma okuno. Mepsmar ya maşina kottu. Ya usit fanottu. Na tepsmar lag puymen amortu. Yarın kadam oşa. Nişol. Yukarı muhtemelen balıştam yetemzer üstümlerden. Kendine der tabolu kendine bakostam. Bakot kama dal. Mora da kotetli postnol vaktu. Na postnol Мы так же, как и грузинский народ, хотим свободы. И когда мы об этом заявили, нас хотели задавить, задушить. Понимаете? И вот, видите ли, кому-то было невыгодно, наверное, чтобы Осетия была свободной. Была конституционным народом, таким же, как и все народы Советского Союза. Не мы пришли войной. Другого выхода у нас нет. Понимаете, 2 дня они в нас стреляли, никто им не отвечал. Пока 2 человека не были убиты и 10 раненых, из нашего населения никто за оружие не взялся. И лишь после этого уже, естественно, когда тебя в наглую убивают, ты вынужден защищаться, а что делать? Понимаете, мы никому в гости не приходили. Мы живем на своей исконной земле. И отсюда нас никто не выгонит. Какие бы силы на это не были приложены. Пока здесь будет жить один осетин, эта земля будет считаться осетинской. Ну, у вас есть семья? Семья, да. Дети? Нет, детей нет. Нет. А у вас? Есть. А ребенок? Нету? О, Мы не застрахованы от завтрашнего дня, понимаете? Отец мой бедный. Прожил здесь. Под 80 лет ему было. Войну прошел, Отечественную войну. 6 лет. Прошел Отечественную войну. Он ранеными приехал, вернулся ранеными. Но даже он не посмел, чтобы попросить от государства пенсию военную по инвалидности. Мол, я пока в состоянии, зачем, говорит, меня от государства или от чужого это помощь. Я вот, мол, сам могу работать. А теперь сами видите. Теперь мне куда деваться, я даже не знаю. Сожгли родную хату. Отца, матери. 5 детей, куда их девать, не знаю. Сколько я прожил в чужом доме. Надеялся на свой дом, который я с отцом вместе построили. На горбах все тащили, на валах. И мне вот сожгли. А за что, я даже не знаю. За что? Куда мне деваться, что мне делать? Что их это? Благодаря Богу, что держится. А то есть, помноган, у вас охот. А он после вытащил. Это и надо, у вас охот будет. Мы стоялся. Стоим мохтар, я вот, кто-то ровно это сказал. Мама, отсюда стою, смотрю, иди свои, Мархистан Мархатурай. А это тоже лековто морду. И на второй стол всегда и райсум. Так сам sana bazı tatlı yol ne? Adam kısa bakasın. Fala kısa yine tek ama guttuk komşuday. Smokov'tan kaltatalak işte. Ki tamam. Dua usaftan kalkton kandar bombası. Falan da sıkıntı değil. Kasıda bakko. Немец успотек на ходу немец. За он ma uspet не صابوما باید تا قوزاق تویستم
آدم ده طریقت کنم تایی نینام تماره پندنی سوال بدی آفتوی است باسانست Обращение к командующему Объединенными Вооруженными Силами СНГ, Верховному Совету РСФСР и Президиуму РСФСР. Мы обращаемся к вам от имени народа Юга Осетии, который вот уже третий год находится в условиях энергетической, экономической и психологической блокады, подвергается военной агрессии со стороны соседней республики Грузии. Несмотря на смену правительства Тбилиси и звучавшие оттуда заявления о приверженности временного руководства, не получившего еще признания своего народа и признания других государств, принципов демократии и мирного разрешения юго-осетинского конфликта, сохраняется энергетическая, транспортная, информационная блокада Юго-Осетии. Продолжается стрельба на подступах к Цхинвалу. Может привести к существенному осложнению ситуации в Юго-Осетии и стать причиной новых трагедий. Народ Республики Южная Осетия возмущен этим решением и обращается к командующему Объединенными Вооруженными Силами СНГ с предложением об отмене приказа о расформировании полка ради поддержания мира и спокойствия на многострадальной земле Юго-Осетии. Недавно интервью прошло. Мы это интервью Шаварнадзе Захта, грузинскую землю мы никому не отдадим. Чихашеди судохаши чабулдар. Мабакуды канутавта менем шидарил шавджин. Смахтар камакуды канат. Народ находится на грани исчезновения. Абонсом махфидар кунафалевем, абонсом националудженис. Нация исчезнет на юге нация. Гамсахурдия фашист, геноцид. Устроил осетинского народа. Прошелся слух по городу о том, что вертолетчики уезжают. Гарантирую вас 100%, что они уезжают. Они уже снаряжены по-боевому, макоматахой. Махпоздаги самам. Менем бирехтер бошевджесте. Мауту бирехтер жеха баховджесте. Ерна кауфичагдар. Создать свою гвардию национальную. Мы должны создать эту гвардию, довести до кондиции. Если хоть там какое-то начало есть. Саперный полк Дорошевдженис, потому что Грузия говорит, пускай все войска российские, Мадур уже в подчинении России идут, выходят. Когда отсюда выведут и танки, и бронетехнику, и когда вывезут отсюда все автоматы, все это вывезут, тогда хоть базадистам. Я вам говорю о том, что если войдут эти грузинские неформалы, мы не сможем удержаться в течение 1 часа. Совместно должны сесть, должны создать комитет, действующий комитет, где будут решаться все, как поступать с военными. Одна возможность у нас, одна единственная, фестагедмау. Может быть, и больше митингов не будет, если грузинская орда зайдет сюда. Запомните. من قام ایران هول فیچاک در آقود کنم فیچاک در هول آقود کنم من فیچاک در هول آقود کنم من لیلا مگه ком از загон. Значит, надо дети, женщины, старики и прочие должны быть готовы. Мы кутайтак шавое, мы должны блокировать все. Скажите, вот это один из отрядов уже Национальной гвардии, да? Это не отряда самообороны. Вот основная цель отряда, который стоит здесь, ну, так же, как и другие. Да, вот сегодня выбыл как раз полк, Ленинградский полк выбыл с города. Ночью они ушли тихо, и вот их заменили ребята сейчас. Вот. Ну, зачем вы стоите вот здесь? Сейчас ожидается весь город, сейчас вот готов, как раз ожидается нападение со стороны
Знаете, в последнее время город несколько раз обстреливался из тяжелой артиллерии. Очень много разрушенных домов. Ну и мы встали на защиту своего города. Ну, скажите, пожалуйста, вот до каких пор вы будете стоять? Ведь это же не может продолжаться вечно. Уже люди-то ведь устали, и вы сами устали. Это и день, и ночь стоять, ребята не высыпаются. Ну вот какая цель конкретная? У нас нет выбора. За наши дети, наши семьи. Поэтому стоять придется, пока не будет безопасности наших детей, семей, или пока нас тут не убьют. Но ведь ставятся какие-то... Ребята, ведь ставятся какие-то политические задачи. Или вы политику не примешиваете? Думали, что вот пока если Шеварднадзе стал у власти, и думают, что сейчас уже здесь у нас тихо, порядок, и все свалится на банды и гамсахурди. Здесь ведется все законно, здесь наступают гвардейцы грузинские, нет никаких банд. Здесь у них законная власть, и они наступают. Да. Но вы-то что? Да, вот часто вот по средствам массовой информации передается, что здесь ненормально. Да, звездисты там, это все, я считаю, фальшь. Тут действуют совместные, хорошо обученные. Ну вот конкретная, вот еще вот цель какая-то отдаленная же у вас есть. Вы хотите жить здесь, чтобы вас не притесняли там. Вот в таком плане, наверное, же есть что-то сказать? По-крупному. Если вот взять, крупные, да, если взять по-крупному, то в принципе, наверное, всем будет все равно, с кем жить, с русскими, грузинами или другими нациями, только в одном случае, чтобы они тебя уважали, считали за человека и давали нормально жить. В данном случае грузины нам не дают, ну, вернее, можно сказать наоборот, показали, что такую жизнь они здесь никому не будут гарантировать. У грузин есть руководство, они его все время поддерживают, поэтому в данном случае можно ассоциировать народ со своим руководством. Если им не нравится руководство, они давно его сменили. То есть грузинское руководство, вы уверены, что не даст вам жить так, как вы считаете нужным? По крайней мере, факты 3 лет нам доказывают обратное. Каждый народ имеет право на самоопределение. Вот мы боремся за это право. Вот и все. Но вот опрос, вернее, последний референдум, который проводили вы, значит, его итоги свидетельствуют о том, что вы-то как раз в пользу объединения с Северной Осетией в составе России. Да, разумеется. Значит, все-таки вам не все равно, с кем жить? Конечно, не все равно. Наши братья живут на севере. Никуда не денешься. Мы без них не можем составить там определенную нацию или там. Мы без них ничто, и они без нас тоже. Мы единый народ, один народ, и мы хотим жить вместе в составе России. Практически весь Цхинвал стал зоной обстрела. Мы находимся в одной из таких зон. Около 45 домов на улице Куцуева в результате массированного ракетно-артиллерийского обстрела превращены в груду развалин. Самый ответственный пост здесь, по 13 коммунарам, Дачные и так далее, другие улицы, вот район Мамисан-Тубани, около военкомата. Очень опасная зона, но оружием никто не снабжает, ни медикаментами, ни патроном, ни хлебом. Вот сегодня ранили нашего товарища. Многие имеют свои винтовки, автоматы, ружья, гранаты. Вот это у нас оружие. А здесь опасный пост. Они наступают с танками, с пулеметами, с бронебойным оружием, да. Просьба помочь. Никакой бронетехники у нас нет. Только мост заминирован и все. Если ворвутся на бронетехнику, придется наступать. Нам нужно подкрепление. Хоть в трубу загнали, заварили, и там погибло. И это все, если все.
Это все, вот как сейчас снимают, вот все снято, что сделали, как паяльником сжигали, как живыми. Вот опять сейчас заехали ваши же БМП опять убили осетин. Сейчас только заехали? Вот именно сейчас. Когда взрывы были, опять осетины, да? Так, давай, Володя. Давай прекратим на эту тему. Вот вы меня извините, в моих должен думать о том, где я должен лучше время провести, где лучше подцепить и где лучше поесть. А я думаю, завтра я буду жить или нет. Если такую огромную армаду не можете... Ну, вот одно БМП подходит, допустим, Сергнеты, раз обстрелял пост и сразу уходит. За ним другой подходит, обстрелял пост, уходит. За ним третий. Это же не это самое, не... Это контролируемые люди, это ваши люди, это гвардия. Сергнеты, да, есть наши люди. Да, вот они. Нильхозы тоже есть. Как если вы свою гвардию не контролируете, то как вы можете другие группы контролировать? Кехви стреляют, Кехви через Джаву стреляют, обстреливали. На Уре обстреляли, там больницу разбомбили совсем. Улучшение после приезда Брусевича у нас не произошло. Теперь в городе говорят, вот так вот, Эдуард Брусевич пришел, потому он увидел здесь хорошие позиции и дает на публику достоверно. Народ есть народ. И этот народ приходит к нам и уже вот такими глазами смотрит. Вот как и мирные деятели, и вот и что-то написано. Не цари царствуют, а время царствует. Вот придет это время. Мы идем как раз тем путем, чтобы это время пришло. Мы эту 17-18-летнюю историю хорошо освоили. Мы можем ее добавить еще до 20-го года и ранее, глубокой древности. Надо было в 90-х годах думать, когда мы приняли здесь, в Верховном Совете, всего-навсего статус повышали в составе Грузии. Вот тогда надо было думать, когда оголтело от счастья ревя, они в зале Верховного Совета единогласно ликвидировали, осилили этот маленький народ, ликвидировали автономию. Вот тогда надо было. Уже сегодня этим решением даруют они Южной Осетии. Тогда надо было думать. Нас демократии тоже учить не нужно. Не нужно. У нас истинная демократия здесь. Если говорить о классической демократии, как ее сегодня проповедуют и на Западе, истинно демократических странах, у нас эта демократия давно здесь. Эти 17-18 лет истинная демократия. Потому что народ и с оружием в руках сам защищал, никто ему ничего не приказывал. История показала, что абхазы и осетины гарантом своей безопасности считают Россию. Ну, и надо было исходить из этого. Ну, это, вы можете НАТО привести в Грузию, но Абхазия и Осетия от этого с Грузией не будет. И натовскими танками вы не вернете Абхаз и Осетин в лоно единого государства грузинского, да? А сегодня это вообще невозможно, потому что есть договоры о взаимной военной помощи между и абхазами, и южными осетинами. То есть НАТО должно воевать с Россией, чтобы вернуть Абхазию и Южную Осетию в лоно Грузии. Это настолько очевидный абсурд, что это не будет иметь места никогда, потому что навряд ли США готовы начать ядерную войну для того, чтобы удовлетворить там амбиции грузинской элиты какой-то, политической. Да? Я знаю, что народ выдержал 3 года. Я знаю, что мой народ в Южной Осетии многострадальный. Ни один народ бы не выдержал столько испытаний, сколько выдержал мой народ в Южной Осетии. Я хочу обратиться, чтобы в Южной Осетии знали дети, женщины, что мы о них не забыли, не забываем, помогали и будем помогать. Сейчас в это тяжелое время надо проявить мужество, стойкость, ум. И еще хочу обратиться, чтобы наши земли в Южной Осетии мы никому не оставили и не отдадим их никому. Я хочу, чтобы на нашу многострадальную землю быстрее пришел мир, и что мы были больше заняты мирным трудом. Закладка независимости начинается в 1991 году.
то, что мы завоевали независимость. Цена такой независимости – 1000 убитых, раненых, без вести пропавших. Плюс к этому свыше 100 осетинских сел были сожжены. Не было бы 91-92 года, не было бы сегодня Осетии.